Пионерский галстук был? Был, конечно. Молодежь считает, что вам пора подвинуться. Они точно такие, как мы. Да, мы все выросли в советское время. Когда мне всегда приходилось защищать себя как крымскую татарку. Какой дурак захочет иметь жену умнее себя? Мы патриархальная семья. Вы матери сыновей. Я вот здесь, а я как мать дочери. Я не спорю, молчу. Они еще не готовы уступать место молодежи. Селям алейкум, это очередной выпуск программы «Миркез», и мы сегодня снова говорим на тему об отцах и детях, конфликт или диалог. И сегодняшние мои собеседники – это поколение наших родителей. Попробуем сравнить их мнение на тему отцов и детей, сравнить с высказываниями, которые были в предыдущем выпуске «Миркеза», высказываниями молодежи. У меня к вам один большой вопрос. Молодежь считает, что вам пора подвинуться. Что скажете по этому поводу? Не знаю, мне никто так не говорил еще. Ну, может быть, стесняются? Ну, вообще они имеют право говорить, пора подвинуться кому-то там. Но я не знаю, у каждого свое место. А двигаться откуда? Ну, молодежь высказалась, что ваше место рядом с ними, справа, если быть точной. Рядом с ними? Да. У каждого свое место. И у них свое место. Они когда-нибудь будут на нашем месте. Поэтому не надо им торопиться. Все будет в свое время. На их места никто и не претендует. Да, мы же на их места не претендуем. Хотя иногда бывает. Я с удовольствием уступлю талантливым, молодым, пожалуйста, дорога. Более того, я помогу и подставлю плечо. Прекрасно. Ну, если это касается собственных детей, двигаться нам и не надо. То есть придет время, как сказал Рустембей, так оно и будет. Они займут наши места. Но если это касается профессиональной сферы, конечно, может быть, и надо подвинуться, чтобы молодежь обрела наконец-то опыт. На сегодняшний день, к сожалению, молодежь наша не имеет такого опыта, как у нас, да, был. Ну, смотря здесь именно подвинуться в каком плане. В семье или на работе? Они считают, что они созрели профессионально, они считают, что они созрели эмоционально и готовы занять ваше место. Ну, сейчас вообще молодежь, есть такое понятие, как ассертивные, да, то есть они верят и утверждают, и считают, что они правы, да. Ну, я думаю, что не надо с ними бороться, пусть они придут на наше место. Слишком самоуверенны? С юношеским максимализмом. Вот-вот. Бекирага, что вы думаете по этому поводу? Мы должны потихоньку занимать их место, молодежь потихоньку будет занимать наше место. То есть вы уже себя приготовили, ну, вы, вот давайте сразу договоримся, да, вы, я имею в виду ваше поколение, да, вы уже... Какое наше поколение, Ленур Ханум? Ну, это ваше как поколение в армии призыв. родителей. Деды. Я пока что никак себя в поколение дедов. Ну, почему? Я ж не про физиологический, я про опыт эмоциональный, да? Ну, да, есть чем поделиться в плане опыта. Раната Ханум, если мы поговорим вообще о поколениях. О поколениях? Да, крымско-татарских поколениях. Вот. Ну, как известно, в социологии, да, или психологии есть известная такая классификация, да, поколений, там, поколение Z, поколение Y, поколение X, да, поколение молчаливое, да, то есть это все прописано в интернете. И каждое поколение, конечно, связано с какими-то историческими моментами и событиями. Но на сегодняшний день вот именно то, что касается нашего народа, этот вопрос почему-то остался закрытым, я думаю, неизученным. Я так вывела 6 поколений наших. Знакомьте нас. Вот, ну, первое поколение я чисто условно, начиная с Гаспринского, да, взяла до 1944 года. Может быть, это большой срок, потому что у поколения 20-22 года цикл. Но взяла большой срок, потому что действительно я назвала это поколение величайшее поколение, потому что это поколение было процветание нашего народа. Да? То есть они нам заложили интеллектуальность, интеллигентность, эрудированность и, наверное, дали хорошую основу для того, чтобы мы были крымскими татарами. Да? Эталонное поколение. Да, я не беру ханское время, то есть вот именно современное. Следующее поколение – это, конечно, 44-й год, и я здесь уже на 20 лет, это 64-й год, да. Я назвала это поколение жертв, борцов, но, в общем, назвала поколение пробуждения. Потому что наш народ действительно
Я не скажу, что долго сидел вот в каком-то шоке от того, что с ним произошло. Да, это был шок, но начиная с 40-х годов, да, с конца 40-х годов, движение уже стало идти. Да? То есть это поколение пробуждения, когда наш народ стал понимать, что надо вернуться на родину. Следующее поколение, это 65-го года я взяла по 88-й год. Это поколение больше всего, наверное, романтиков, но это поколение накопления. То есть мы, вот я отношусь к этому поколению, наверное, взяв в опыт многое от наших родителей, вот это созидание, трудолюбие, получение образования и утверждение в этой жизни. Потому что, видимо, перед нами генетически стояла какая-то роль, что мы вернемся на родину, и вот это свое утверждение и созидание мы должны здесь осуществить. И следующее поколение, я назвала это поколение романтиков. Это с 1988 года по 2008 год. Я вот именно взяла такой срок большой. Мы действительно были романтиками. И 30-летние, и 40-летние, те, которые вернулись на родину. Мы строили свое государство, свой мир, свой дом. И мы вживались в свой Крым, да, по-другому. И, то есть, вот в этих поколениях был вот этот стержень патриотизма, который мы сегодня очень часто говорим, что такое патриотизм. Я думаю, что это можно просто сказать любовь к Крыму, да. Вот к любой земле. И без всяких политических окрасок? Нет. Просто любовь. И последнее поколение, это, конечно, с 2008 года по сегодняшний день, как зумеры говорят, их хаумлендеры, по-всякому называют это нынешнее поколение, да, цифровое поколение. И здесь я не смогла найти пока название, потому что для меня это поколение кризиса. А именно кризис потом даст какие-то, наверное, свои... Ну, я надеюсь, мы преодолеем с каким-то приобретением. Не знаю, возможно. Луиза Ханум, если я задам вопрос по поводу главного события вашего поколения, вот что вас определяло, ваше поколение, что вас впечатляло, воодушевляло? Что это будет за событие? Ну, в глобальном смысле. В глобальном смысле, да, ну, для меня в частности, ну, я считаю, это был действительно нашему, вот как Ранет Ханум выше сказала, поколение романтиков, созидателей. Вот я как раз тоже в это поколение вхожу. Я, как и многие другие мои сверстники, они взращивались в семьях, где постоянно... Тема Крыма. Тема Крыма, Анаватан, Родина. То есть я выросла в таких нарративах, таких, конечно, любовь, она даже была к Крыму на бессознательном, на каком-то генетическом уровне. И мы когда переезжали, а много, это начиная с 1977 года, а до этого, до переезда в 1977 году, нам родители нас привозили в Крым, знакомили с Крымом. То есть вот мы впитывали это постепенно. Прививочку делали. Более того, я вот сейчас немножко могу отступить, конечно, но для меня эти воспоминания настолько дороги. Я помню, я еще совсем ребенком была, маленьким. И всякий раз, когда приходили гости, да, собирались друзья родителей, пели национальные песни. Это то, что сейчас очень и не очень традиционно. Это, к сожалению, вот утратило нынешнее, допустим, молодое поколение. Не всегда это так случается. Я помню эти многоголосия, когда мама со своими подругами, и мы вот так открывали, вот эта огромная книга звучит Хайтарма, и каждую песню они могли пропеть, понимаете? В 3 вариантах. Да, промузицировать на фортепиано, и потом поговорить, опять же, Ватан, Крым, Милет и все такое. То есть я выросла в этой системе взглядов. И когда мы переезжали, то есть для меня это абсолютно было нормально. И позже, в 80-м году, высылка наша уже вот вторичная, да, за нарушение паспортного... Ну, это отдельная тема. Да. Тогда вот именно тот период возвращения
начиная от 87-88 год, вот я считаю очень мощным событием вообще для нашего поколения. Мы были настолько полны энтузиазма, сил, надежд. Это были супер времена. Вот, честно говоря, я ностальгирую по этим временам. Хотя они не были идеальны, да, вот через какие-то сложности, трудности, кризис. Все, как правило, без жилья, да, тогда не было такой сильной градации общества. То есть все были примерно на одного достатка. Одного достатка, и, в общем-то, это не было разделения какого-то. Это сейчас уже у тебя есть в швейцарском банке счет в банке. Да. И какой марки у тебя Мерседес, да. Тогда это все было немножечко, и все, мы готовы были отдавать себя, жертвовать себя. Более того, бескорыстно, безвозмездно, мы были ближе друг к другу. Народу, Ватан, Крым для народа. И у меня не было, никогда не стоял вопрос для меня, например, это было даже для меня аморально всегда звучало. То есть никогда не ставила, а что мне будет за это, понимаете? А сейчас это абсолютная норма стала, понимаете, для нынешнего поколения. Да, подумать, а стоит ли мне. Тогда это было вот все вот на волне вот этой все. И мы чувствовали, что мы делаем что-то большое, великое. Вот и тогда на той волне создавались театры, открывались газеты, телевидение, да, это было настолько, и я помню эти заполненные залы, когда мы с Арзахыз, да, первая постановка, может, мы тогда были не очень опытны, и на сцене, может, не столь, как бы сейчас там, мы уже это сделали, маститы, да. Тогда это мы только учились первые шаги делать. Но как нас принимали, со слезами. Люди были, они прям как губка впитывали эту энергетику. И мы вот такой вот такой обмен это был. И это... Немножко утеряли вот эти нити, к сожалению, сейчас. Даже не немножко, а множко. И вот это меня тревожит. Ну, я так понимаю, что главное событие вашего поколения – это все-таки возвращение. Возвращение, да? Однозначно. Да. Бекир ага, вот я тут напиталась энергией, и у меня возник вопрос про патриотизм. Патриотизм вашего поколения. Если, в общем, о патриотизме сказать, наверное, нашему поколению было выбирать довольно просто. Было, значит, цель вернуться в Крым. Тогда почти подавляющее, более 99% населения крымско-татарского жили в местах депортации. И все стремились в Крым. И в этом отношении было легко. Другое дело, что цель ясна. Цель ясна. Другое дело, кто чем был готов пожертвовать ради этой цели, достижения этой цели. И вот на этом фоне голодовка, конечно, если про эту голодовку говорить, она была экспромтом сделана. Я как раз-таки ни о чем не думал, да, ни о чем не думал, просто объявил голодовку. Наверное, на меня повлияли те сведения, которые доходили обрывочными этими кусками про голодовку Мустафа Гаджимилева. Потом там, какие-то мы имели эту информацию, что кто-то где-то голодает, что есть такая форма протеста. И еще могло как-то спровоцировать вот это ежедневные трансляции по советскому телевидению на тот период, в 1987 году, перед Белым домом в Америке голодал некий доктор Хайдер, который там, по-моему, полгода голодал, что ли, каждый день его показывали. Возможно, это тоже в какой-то степени повлияло, и вот это, в общем, все накопилось. И я неожиданно в ночь с 17 на 18 мая 1987 года объявил голодовку. Это было эмоциональным все-таки, да? И патриотизм ваш тогда был все-таки эмоцией, да? Я почему спрашиваю? Потому что молодежь, когда мы обсуждали, я задавала вопрос, что для вас патриотизм, они абсолютно уверенно сказали, что без каких-либо промедлений, сказали, что патриотизм для них – это рациональная сфера. Там нет эмоций, они рационально ищут свое. Они хотят изучать это, они хотят погружаться во все национальное. То есть для них это рациональная сфера. Нет, они рационально подходят. То есть, без эмоций только компьютер. И то сейчас обучают. Там столько эмоций, Рустем Ага, в компьютере. Нет, эмоции – это человека, сидящего перед компьютером. У них есть интерес
скажем так, продиктованный вот сегодняшними трендами, да, где их место. То есть через вот познание себя, то есть вот, да, собственно говоря, и познание себя для них есть, вот как крымских татар, для них есть патриотизм. То есть они ищут свое место вот в этом мире. Поэтому я и спрашиваю, если для вас это была эмоция, то по их утверждениям, то есть они вот оценивают свой патриотизм я думаю, рационально. что им проще в том смысле, что они уже дома. Они у себя дома, я на них смотрю, я радуюсь, что дети растут, они другие, чем мы. Мы Какие чисто они? советский продукт. Я извиняюсь. Мы тоже хорошие, красивые, но советский продукт. Нет, не советский. Огромная машина Мне работала. удалось вот в какой-то момент это все вот от себя отторгнуть. Пионерский галстук был? Был, конечно. Комсомольский. Более того, я Ну, была пионер-вожатый. Ой, не пионер-вожатый, а как там... Вот я об этом. Звеневая там, или что, я не знаю. Я об этом говорю. Председатель Командир совета звездочки. отряда. О, да. И потом комсорг Человек класса. говорит, я А абстрагировался. потом нет, я когда начала, я прошла через эти туртуры, как это, все, так сказать, когда выслали, когда мне всегда приходилось защищать себя как крымскую татарку, свой этот... Да, согласен. Тогда-то, вот тогда у меня постепенно приходило осознание. И, конечно же... Где мы и где система, да? где система. Не, я про детей говорю. Вот насчет патриотизма, да, Рустамбей опять вот прав в том, что что они живут уже у Да, себя они на родине. дома. Но им, я скажу, просто вот я очень много работаю с молодежью, я сама преподаватель, да, и в иностранной среде работала, и в нашей среде. На мой взгляд, им просто уже здесь тесно. И они начинают искать место за границей. Да? Тогда, если они так рационально подходят, что они, уехав в Америку или в другую страну, они будут патриотами той страны, ну, пусть уезжают. Я сколько видела молодежи, уехав, они еще больше любят Крым. Они все равно хотят вернуться. Вот здесь играет эмоциональность. Может быть, они в вопросе этом подошли. Расстояние. Да, вот расстояние. Значит, ну, как говорим мы, время не лечит, время учит, да. То есть это или расстояние в данном случае их к этому приведет. Но здесь нашей молодежи, я думаю, что они исходят из того, что вот они себя многие не могут реализовать. И вот для них тот патриотизм, который у нас есть, да, то есть тот романтический, да, патриотизм, вот для них что-то новое. Учить мы их не должны, они должны сами прийти к этому. Я думаю, что придет какая-то историческая смена, и у них тоже будет это чувство. Сейчас они любят родину через нас. То есть мы приехали в Крым, ты крымский татарин, Крым наш, вот именно наш, крымско-татарский, и ты должен любить. Вот я просто по внукам своим, они любят Крым, и дети мои любят Крым. А вот как наши внуки и следующее поколение, вот они смогут ли, мы все приняли от своих биташек, Карбабаев, да, то есть от наших родителей, и смогли ли мы в том проценте донести до своих детей, а наши дети доставят ли вот в той дозе, которую мы получили? Для вас Крым был земля обетованная, а для них Крым – это земля реальная. Вот в дополнение, скорее, не в противовес, а в дополнение. Но вот мы, видимо, недостаточно, может быть, что-то... Мы пытались их от чего-то обезопасить. В свое время наше поколение, когда в 90-е, да, вот конец 80-х, мы приехали, то есть нам пришлось строить дома, нам устраивать свои, то есть искать работу, да, налаживать бизнес, все. И мы, получается, вот сейчас поколение детей, которые, в принципе, уже пожинают плоды, наши плоды. В комфорте. То есть мы их обезопасили от чего-то, и как бы... И сейчас выросло в определенной степени поколение еще, знаете, потребителей. Да, ну нет, я не согласен, нет. Нет, но они все... Последняя марка, последний тренд. И вот они немножечко... Я, реабилитирую молодежь. Они
благодарны вам за тот комфорт, который вы создали. То есть за то, что вы на себя взяли все эти проблемы и создали для них более или менее, ну не более или менее, а достаточно комфортные Откуда условия. вы знаете, что они будут? А потому что я уже с ними поговорила перед тем, как с вами пообщаться. Они действительно подчеркивают, что они родились уже в комфорте. Да? Где-то больше, где-то меньше, но вы сделали ту работу, которая позволила им заниматься собой, развиваться. Я реабилитировала молодежь. Нет, дело в том, что каждое поколение, почему-то у нас в стране так, строить начинает молодой человек жизнь как бы заново. Но это нормально, как бы заново. И он пытается себе дом построить сам ищет работу, сам пытается дальше жить, учиться. Чтобы мы об этом не думали. Я строил дом, думал, вот дети здесь будут жить, вот родители здесь, я вот здесь. Дети выросли и говорят, баба, ну как бы я вон там хочу жить, например. Знаете еще, что у меня, какой момент? Вот я помню, я по своим, опять же, собой это... Был период, когда... То есть мы готовы были даже на определенный... Ну, чем-то жертвовать, собой жертвовать ради какой-то цели, понимаете? А цель что? Опять же, были вот какие-то... Я не спорю, молчу. Он вздыхает. Молодежь готова жертвовать? Потому что у нас, да, были еще какие-то ориентиры, вот, может, это пафосно сказано, но мы немножко национальные какие-то, да, и мы ставили чуть-чуть даже вот выше семейных даже вот потребностей, и мы готовы были на какие-то жертвы. Насколько сейчас нынешнее поколение молодежи готово или нет? Есть у вас ответ на этот вопрос? Ну, Готовы они определенная жертвовать? часть готова, а вот большая часть все-таки, я думаю, нет. Бекирага, у вас такие же ощущения? Просто я был свидетелем вот этого волнообразного подъема национального движения в 1987 году. И те люди, которые даже, допустим, месяца-два назад, я был со многими знаком в Краснодарском крае, тогда была перестройка, и как-то все вот это очень... Включило, да, все эти все национальные включило, и чувства. те люди, которые даже, казалось, не занимались политикой, или даже были увлечены, там, скажем, ну, домашним хозяйством или какими-то другими делами, кто помоложе. И, в общем, все они влились вот в это движение, и я думаю, сейчас тоже есть потенциал, и здесь мало зависит от возраста. Конечно, молодежь, которая, в принципе, не было, допустим, там 40 лет назад, они не могли упрощенно ставить цель Крым или там, за его пределами, потому что их, в принципе, не было. Но даже сейчас нам выражать свой патриотизм сложнее даже, чем в то время, потому что есть разные течения, разные мнения, и вот весь патриотизм может, с одной, скажем, точки зрения, он может выражаться в религии, с другой точки зрения, он может выражаться в языке, с третьей точки зрения, он может выражаться, ну, в других каких-то символиках. Вот если человек просто даже флажок крымско-татарский поставил на своем автомобиле, это свидетельствует о его патриотизме. Это патриотизм или он просто обозначил, что я есть крымский татарин? Ну, во всяком случае, если у него есть такое желание обозначить себя крымский татарин, наверное, это ну, самый идеальный образец патриотизма, да. Можно я дополню? Да, вот действительно Бекирага очень хорошо подтолкнул на одну тему. Я думаю, скорее всего, здесь конфликт ценностей. Не сколько поколений. Мы поколение, когда, ну что, этому 60, а мне 20. Да? Нет, не может этого быть. Потому что именно конфликт поколений или разрыв поколений рождает, скорее всего, конфликт ценностей. В какой момент какие ценности были приоритетными? Да? Можно я перебью, Ранат Ханум? Если мы выделим... Я когда общалась с молодежью, я попросила одного из наших собеседников назвать 3 главные черты своего поколения и 3 главные черты вашего поколения. Могли бы вы нас... Вот то же самое, давайте попробуем сделать. 3 главные черты вашего поколения и 3 главные черты поколения молодость, назовем так. Поколение молодость, да? Ну, в то время, значит, как? Стремление к образованию, потому это что... Ваше поколение, да. Да, стремление к образованию, созданию семьи, именно чисто крымско-татарской. Вот было одно из этих. Ну, и если взять, конечно, возвращение в Крым, да, вот... Даже черты, скорее всего, наверное, вот это наше какое-то безудержное трудолюбие. Вот оно сыграло большую роль, потому что мы были все очень трудолюбивые и целеустремленные. Молодежь, вот 3 главные черты. Она на контрасте с вами или... Того времени или сегодня? Сейчас молодежь, сейчас. Ну, конечно, на контрасте. И если мы говорим о чертах?
главных? Э, Экспромт. Но сейчас молодежь, она все равно безответственна. Я считаю, пусть не в обиду сказано молодежи. Мы отсюда выходить будем сейчас еще? Да. Я так не считаю. В плане того, что они как безответственны? Безответственно они все равно полагаются еще на нас. Наша молодежь немного избалована. Она еще не познала тех трудностей, которые познали мы. И вот эта безответственность, конечно, у нас ответственность. Мы любим, чтобы у нас было все стабильно, все было правильно. У них же нет. У них вот этот хаотичный мир. Вот сегодня вот такой день, завтра будет другой день. Я еще ни разу не встретила в своей жизни молодого человека или девушку, которая бы распределяла планомерно свою жизнь. Отсутствие планирования у молодежи Да. это... У нас, конечно, это было заложено. Я думаю, что идеологией и нашими семейными устоями. Тогда семейные устои были намного крепче. О семье мы еще поговорим. И дело в том, что в нас было больше духовного. Вот как сказали мы об эмоциях. Сейчас больше материального. Ну, я, может быть, вас немножко удивлю, но молодежь, между прочим, тоже считает, что, правда, они так ярко не сказали об этом, но они считают, что ответственности им не хватает. Они трезво оценивают себя. Они Да, считают, я с этим что не они не согласен. умеют брать... Они это назвали безинициативностью, но они считают, что вот в вашем поколении вот эта вот возможность взять на себя ответственность была более... Или не возможность, а рефлекс, да, такой. Она больше в вашем поколении проявилась, нежели... Нет, я не согласен. На каждом Оппонируйте этапе вы своей жизни человек меняется. Вот вы сейчас говорите, о какой-то части своей жизни, не о сегодняшней. Вы говорите о том времени, когда вам было 20-30 лет, когда вы были вот такими. А сегодня они такие, и они думают так же. Они точно такие, как мы. Они, попади в те же условия, они бы так же сделали бы. И говорить, что они безответственные, вообще нельзя. Люди разные. Молодой человек или он старый, ну, условно, да, и о возрасте, если мы говорим, есть личность. И я со многими общаюсь, ну, вот с людьми, когда общаешься, есть человеку, предположим, моего возраста, а с ним невозможно общаться, он просто стар. А Эмоционально стар, да? Эмоционально, душевно. все, жизнь кончилась, там все плохо. А есть, и помоложе есть такие же точно. А есть наоборот, в возрасте люди, да, он все время думает, он мыслит, он живет будущим, сегодняшним днем, работает. Люди, то есть нельзя делить на поколение. Я вот не могу делить на поколение. То есть вот те, которые родились, поколение там пепси-кола, они вот такие, а мы вот такие. А я тоже пепси-колу люблю, и что? Что из этого? Все в личность упирается, независимо от возраста. Я так думаю. Скорее, Вы знаете, вот читая многие такие работы, мы, дети бэби-бумеров, да, нас, оказывается, называли дети с ключом на шее. Да. Я Почему? никогда не Да, носил есть ключ на такое шее. понятие. С ключом на шее. Что это? Нет, не от того, что вы носите ключ Не, на я шее. вспомнил в наше время, все ходили. Родители работали. Да, да. Мы были предоставлены самим себе. Ну, как предоставлены? Мы приходили домой, дома никого нет, мы открывали, ну, там, может, биташка есть, это хорошо, если нет. Открываешь холодильник, садишься, делаешь уроки. Счастливое время. А потом уходишь, да? А вот сейчас наши дети, мы их оберегаем от всего. Да нет, ну зачем вы так говорите? Кто их оберегает? Ну, не, конечно, Ну, это инстинкт. А тогда-то... Но наступает момент, когда ему говоришь, вовремя приходи, а он опять опоздал. Говорит, короче, ты уже взрослый, давай, сам неси ответственность. Но все равно переживаешь, но мы не можем цепляться за них все время. Здесь скорее речь идет о том, что сегодняшние родители, да, ну это мое поколение теперь уже, да, мы растим своих детей, мы их опекаем, мы их отвозим до И нас школы, также привозим со опекали. школы, оставляем хартанашкам, харбабашкам, мы вот постоянно с Я ними. считаю, что каждую ничего не минуту. меняется, все время все одинаково. И просто мы так думаем, что мы бы... Меняются Тогда деревья обстоятельства были и- большими. Ну, конечно. Все время все одинаково.
Но говоришь же, человек не меняется. Мы, по большому счету, биологически не изменили же, не эволюционировали. За 40 тысяч лет все одинаково, ничего но не поменялось. поле вокруг нас, да, вот эти события, они Опять вот не меняются. И меняются с ускорением. Сейчас быстро. Вот Ничего смотрите, не сейчас меняется. идет поток информации. Ну, Сейчас вы в современного роли... человека. Посмотрите, какими темпами вообще мировая глобализация идет. Вообще Да. Что это интернет-технически поменяло? это меняет. Задача одна. Меняет Хорошо вообще. покушать, на красивой машине проехаться. Ну, вот здесь, если бы Видите, сидела вот это то, о чем я Грета говорила. Тунберг, она бы с вами не согласилась. Она бы вам выкатила столько претензий по поводу, что вы Грета- сделали с нашим миром. Грета Тунберг Это пускай молодежь- возьмет это веник и поколение пойдет на другое. улице, подметет, наведет порядок около своего дома. Вот это претензии легче всего кому-то предъявить. Ну, во-первых, Грета Тунберг это чья-то... Мы не будем сейчас Чей-то обсуждать, проект. чей-то Нет. проект. Нет. Ну, это я Я констатирую. к тому, что молодежь сегодня чаще думает про экологию, молодежь сегодня чаще думает про свою среду обитания, оно становится волонтером и так далее. Ваше поколение все-таки индустриальное поколение. Не согласен, все время все одинаково, я так считаю, потому что как человек когда воевал одинаково, друг с плохо, другом, Рустем и сегодня, как раньше копьем друг друга люди убивали куском железа, сегодня точно так же берет в руки автомат и куском свинца убивает другого человека. Не может умный человек, Божье создание, убивать себе подобного. Не должен, но убивает же. За гораздо кусок в еды, меньших за объемах, кусок нежели- земли, нежели в огромных объемах, миллионами уничтожается. Гораздо меньших объемов. Ну, статистика, против нее не попрешь. Ну. Ну вот даже пример Бекирага, да, голодовку он держал. Сколько вам было лет тогда, Бекирага? Около 28. Вот. Сегодня молодой человек, 28 лет, за какую-нибудь идею сможет держать голодовку? Да? Легко. Легко. Пример. Да, ну я сейчас не готов ответить, но я абсолютно уверен, среди нашего. что среди Хорошо, нашей а молодежи... вот поколение молодых девушек, допустим, вот готовы? Извините, я Подождите. Так, хорошо. Вот в свое время я была, допустим, психологически готова. Вот надо строить дом, и я там во времянку или вот, да, в незаконченное строение пойти жить. То есть я психологически к этому была готова. Там строить дом, засучив рукава вместе с мужем и там... А нынешняя молодежь хочет все и сразу. Не надо обобщать. Нет? Есть- Ну, не нет. обобщаю, конечно. Разно, абсолютно Я ни в разно. коем разе вот сейчас не пытаюсь, но мне, конечно же, я убеждена, что каждое следующее поколение, оно должно быть лучше, чем свои родители. Они в чем-то должно ли бы должны оно похоже быть самое. Но, на друг на может друга? быть, но в то же время собой какие-то ценности семейные, национальные, Ядро. вот это ядро они должны сохранять. Да, они что-то лучшее должны брать. Вот следующее поколение стать более, вот мне, во всяком случае, так хочется видеть, чтобы они более образованные Вот смотрите, были, чтобы более широких взглядов. Но при этом они не утрачивали все то, что было Так говорит предыдущими мама о своих поколениями. детях. Ну, вы прежде Мы всего не имеем- родители. Вы Да, прежде да, всего да. родители. Даже ради памяти наших предков утерять и забыть там то, что, да, вот было за наши предки. Их память не должны предать, в конце концов. Давайте Вот я вам это скажу очень- по поводу того, что говорила молодежь по поводу памяти предков, прошлых побед и вообще прошлого. Наша молодежь считает, что мы, да, крымские татары, слишком идеализируем наше прошлое. Что мы не должны это жить... сказал? Посмотрите выпуск, узнаете. Что мы не должны жить прошлыми победами. Мы должны создавать новые победы. А почему мы живем что прошлым победами? Я считаю, что они абсолютно здесь, я не говорю не правы, да. Посмотрите великие народы, да. Не будем называть эти великие народы, да. Они все строят свою историю. И дети носят ту одежду, которую Порой носили в лживую. Да, вот. А почему мы должны это? Тогда наши дети будут манкуртами. Это самое страшное. Я к тому, что они критически готовы прочитывать нашу историю, перелистывать каждое событие. Они критически оценивают, что оно было не таким идеальным, как мы его себе нарисовали. Вот того романтизма, Ранета Ханум, который характерен для вашего поколения, у них нет. Они трезво оценивают. Дело в том, что вот, например, да, мы все выросли в советское время, вспомните, да, мы тоже были под идеологией, да, для нас тоже были идеалы, да, те же вожди, там, герои. А потом что
произошло? Произошло то, что в 89-88 году все это стало выливаться наружу, да? Плохие поступки этих людей, негатив, это все. И что происходило в нашем мозгу, да? Как относиться к этой личности. Вот. И в данном случае, в нашей истории, наша молодежь должна искать только положительное. В нашей истории и даже и нету много отрицательного. Если они бы прочитали бы нашу историю, я думаю, что они бы не нашли ничего критического. Они бы гордились только. И что говоря о культуре, об истории, да, вот сейчас наша молодежь, к сожалению, да, они находятся вот в этом поликультурном обществе, да, я скажу, поликультурное общество, которое сметает все национальные вот эти наши границы, да, и они становятся как все. Они хочется как все. Все мы ругаем свадьбы. Не надо их ругать. Это единственное место, где они слушают крымско-татарскую музыку, видят обычаи. Ведущий говорит на крымско-татарском языке. И в конце концов они танцуют нашу хайтарму. То есть вот такие социумы или вот такие места нужны для наших детей. Да, и мы не должны ругать свадьбы. И не должны отказаться от свадьбы. Я вообще против того, когда говорят, отмените свадьбы. Зачем? Это единственное мероприятие, где человек может себя проявить вот в том же национальном костюме. Полный голос заявить, вот. что он крымский татарин. Да, и может быть после этой свадьбы он придет и прочитает историю. Может быть. Бекир ага, ну, для поколения вот до, скажем так, до Крыма, да, формула Берлик, Терлик, она работала. Я спрашивала у молодежи, работает ли она сейчас в их случае. Они сказали, что нет, что каждый сам по себе. Ваша оценка? Что работает, все-таки, видимо, отсутствие цели, единой цели, которая вот сильно притягивала бы, вот это, наверное, сказывается. Нам в этом отношении чуть-чуть легче было. И здесь еще есть один нюанс, но мы говорим о поколениях. Испокон веков велось как бы само собой разумеющимся, что дедушка обычно знал больше, чем отец. Отец всегда знал больше, чем, скажем, сын. Дочь. И как-то вот это передавалось. А сейчас такое время, когда даже дошкольного возраста дети могут знать больше меня. Те же гаджеты, там все такое. И вот это нарушается. И такого, скажем, идеализирования старшего поколения, оно немного это смещается. Вы уже не авторитеты для детей? Ну, по каким-то другим причинам, может быть, буду авторитетом, но вот, что я их должен чему-то именно научить, они чему-то должны научиться от меня, этого уже нет, потому что если в каком-то младенческом возрасте можешь там, ходить, учить или разговаривать, а когда он пойдет в школу, он уже будет учиться совсем у других людей. И вот в этом смысле, мне кажется, это влияет на наш менталитет. Менталитет меняется. Да, границы между взрослыми и молодежью, они, в общем-то, стерлись, потому что информационное поле большое. Давайте поговорим про семью. Такая трогательная тема для нас. Луиза Ханум, да. В ваше время семья создавалась, свой выходит, женится на своей, или это были чувства? Про что была крымско-татарская семья в вашем поколении? Свой женится на своей? Да, вот надо жениться на крымско-татарской. Я, например, для меня, то есть, вот не было такого, чтобы я там, допустим, оценивала размер его кошелька, да, допустим. То есть меня превалировали в первую очередь, насколько он мне... насколько мы одинаково мыслим, насколько у нас общие интересы, насколько мы энергетически друг другу. То есть вот на этом все было построено. Если бы я исходила бы из более так прагматично, как вот сейчас, допустим, нынешнее поколение, оценивает марку Мерседеса. Я, Мерседеса, может, иначе выбор делала бы свой. А получилось так, как получилось. Но с семьи все начинается. Из семьи... Вообще ребенок проецирует, всегда это надо помнить. Проецирует то, что он видел в семье. И он потом строит как бы семью по этому образцу, да, своей семьи. Поэтому и я не знаю, как это, чтобы вот любовь
друг друга, взаимопонимания, чтобы слышали, слушали и слышали друг друга. Поколения в семье, в первую очередь, конечно, родители и дети, да, чтобы слышать друг друга, больше говорить, больше доверять друг другу. Вот отсюда потом, когда мало говорят, когда мало друг другу высказывают какие-то проблемы, мало оговариваются, вот потом и получается проблема несколько позже вот это отцов и детей, какое-то недопонимание. Когда больше доверия и больше каких-то обговоренных тем, и не так там в приказном порядке и назидание, да, а наоборот, то есть услышь, послушай, услышь и пойми, да. Вот тогда уже и отношения между поколениями тоже несколько все более ладненько получается. Рустам, как в семье, я не буду говорить про вашу семью, а в семье вот в вашем поколении, как в ней распределялись роли? Кто главный в доме? Мужчина, конечно, кто же еще? Хорошо сказал? Хотя у нас женщины, ох, какие! Нет, умная женщина всегда скроет, что она умнее мужчины. Вот в этом ее ум. Конечно, ну какой это Жванецкий или кто-то сказал, какой дурак захочет иметь жену умнее себя. Вот это мужское начало все равно срабатывает. Если женщина всегда показывает, что свое превосходство, тут начинается конфликт. То есть любой нормальный человек, компромисс должен быть, нужно друг другу уступать. А про детей, если говорить, там, что бы мы ни говорили, там, какие угодно цитаты там, из классики, все равно они сделают так, как делаешь ты. По-любому. Он же видит, он смотрит. Но иногда потом вот семья одно, а потом же еще среда, с кем он общается, она тоже формирует. Где он бывает, с кем, она тоже очень сильно воздействует на определенный взгляд. Как это там, этот под яблони апельсины? Ну да, не валяются. Я согласна в этом. Бекирага, семья вот в вашем поколении, с какими вот взглядами на семью вы создавали свои семьи? Ну, вот, как это происходило? Это была политическая единица, социальная единица, или это было что-то другое? Это было как-то само собой, это все шло. Если хотите, я вам приведу один пример, который произошел в конце 80-х годов в Бахчисарае. Я не буду называть фамилии, и в некоторых деталях могу тупо ошибиться, потому что я об этой истории знаю со слухов. В конце 80-х годов тема крымско-татарского народа гремела во всех средствах информации мировых. И в качестве экотуризма, этнотуризма одна бабушка из Швейцарии приехала в Крым, чтобы пожить у крымских татар. И кончилось тем, что ее поселили в доме. Может, ты эту историю больше меня знаешь? Поселили ее в доме одного крымского татарина. А это была полноценная крымско-татарская семья, где был, скажем, хозяин с 2 высшими образованиями, и языковой проблемы не было. Работал он в строительной бригаде или ремонтной бригаде в Хан-Сарае. И оттуда на него как бы вышли и поселили вот в старом городе Бахчисарае эту бабушку. У него был бабушка и дедушка, скажем, отец и мать этого хозяина дома тоже были живы, да, были дети, да. Вокруг были родственники, которые кто искал дом, кто уже нашел, отапливался дровами, удобство на улице. И вот эта бабушка несколько недель жила у него. Но у них день начинался, как у средней крымско-татарской семьи, каве. Приходят внуки, обязательно Сава Шерфенс Хайролосом целуют руки бабушки, дедушки, здороваются с родителями. Потом как-то вот это все весело идет. Потом приходят гости, по делам тоже кто-то приходит. И, в общем, целый день у них идет какой-то вот такой очень оживленный такой период. И через несколько недель, когда пришло время этой бабушки уезжать, она им сначала рассказала о жизни в Швейцарии, где человек, он еще даже не родился, там и каким-то образом вычисляют его наклонности, способности, там, таланты, какие у него будут. Потом он идет что-то вроде детского сада, откуда их уже делят, кто будет там гуманитарный, кто технических направлений. Потом они учатся в школе, там, в других учебных заведениях, потом работают, потом выходят на пенсию. И просто как само разумеющиеся пожилые люди поселяются в таких местах, которые у нас называются дома престарелых. У них они, может быть, называются как-то по-другому. Они не готовят
еду, они не стирают одежду, они, в общем, абсолютно ни в чем не нуждаются, и в том числе один раз в год они стопроцентно обеспечены любую точку земного шара, ну, где нет опасности для жизни, посетить. Ну, нет финансовых ограничений для этого, и благодаря этому она и попала в Крым очередной свой год. Но у них было такое «но», что, допустим, в этих домах престарелых люди могут прожить несколько лет, вообще не видеть своих детей, о рождении внуков там, или, допустим, о женитьбе своих детей там, или там, других каких-то новостях узнают по телефону, могут так прожить, никогда не увидеть своего внука. И, в общем, эта бабушка сказала, что у нас, вот у крымских татар, есть такие ценности, которые в Европе давным-давно утеряны. И она сказала, что издержки цивилизации могут быть, и вам вот надо вот это все сохранить. Анатолий Ханом, вот я не сомневаюсь, что поколенческая разница, она в любом случае есть. Большая или маленькая, это уже другой вопрос. Это вопрос для нас, для исследователей. Да? Насколько изменились социальные роли вот, мужчины и женщины? Семья – это прежде всего отношения мужчины и женщины. Насколько у нас... У нас, я думаю, поменялось все с 1944 годом, когда наши бабушки, беташки остались без своих мужей, да. То есть вот у меня бабушка в 23 года стала вдовой, да. Ну что такое 23 года, и у нее 3 детей. При этом она воспитала моего отца, сына, настоящим мужчиной. При этом не было мужчины, примера. Я думаю, что наши предки настолько заложили в том, что мужчина – это глава семьи, и мы не должны от этого отказываться. Как бы мы там ни боролись о том, что мы женщины умнее и лучше, да, мы все равно должны показывать то, что мы патриархальная семья. И в этой семье мужчина – голова. Да, женщина – шея, мы умеем это делать, да, но в этом отношении, конечно, вот эту ценность того, что мужчина у нас основной в семье, оно должно быть всегда. Да, женщина, у нас женщины все равно, я немного Хорошо, подождите, вы матери сыновей, я вот здесь, а я как мать дочери, да, требования к воспитанию мужчины, они изменились? Мы воспитываем мальчиков или мы воспитываем мужчин? Я не знаю, конечно, вот воспитание моих сыновей пролетело так быстро. Это было во время стройки, да, то есть дети некогда росли было вместе с кирпичами, да. Как дом поднимается, так и дети растут. Ну, я думаю, все равно мы их воспитываем мужчинами, да. С внуками чуть-чуть сложнее, да, это дети совершенно другие, и я становлюсь вместе с ними любопытной. Вот это, когда давай вместе посмотрим, мы, может быть, вот этот разрыв поколений немного сотрем, вот. И мы вместе смотрим. А надо ли стирать? Мне тоже интересно, чем интересуется сегодняшняя молодежь. Мы должны знать, мы же не должны все время говорить, ты не должен быть таким, да, то есть вот, время. Вот. Хотя бы, чтобы диалог поддерживать, с детьми не утрачивать вот эту связь, нужно знать, нужно интересоваться. Вот это про поколение немножко на кастовость похоже. Неприкасаемые, это такие. Что вы имеете в виду? Когда вы говорите, вот это поколение вот такое было, патриоты, а вот это поколение безответственное, а вот это пепсиколог, еще другие. Мы взяли и поделили всех на... это, к сожалению, время же, история. Мы же с историей живем. Нет, мы сегодня общаемся, вот нас, которые пацаны снимают, они другое поколение. То есть мы к ним относимся, что, по-другому как-то, чем я к вам. Если, например, он интересен чем-то, этот человек, или не интересен. Но это уже психологически. Интересен. Не, это уже чисто психологически. Мы с молодежью, я всегда с молодежью работаю. Ценности для разных поколений немножко свои, ориентиры немного свои. Я считаю, что это нюанс. Я считаю, что ценности всегда одни и те же у человека. Любовь. Молодежь так не считает. Точно так считает. Они также любят друг друга, также женятся, также рожают детей, также их любят, будут такими же, как и мы в это определенное... честь, достоинство. Все одинаково, ничего не отменял. Что хочу сказать. Если вот, Луиза Ханом, вы сказали, что вы готовы были жертвовать, да, ради чего-то национального, ваше поколение, для вашего поколения это нормальное поведение, да, пожертвовать собой и реализовать что-то национальное. Я и сына, надо сказать, что же к этому отчасти
ну вот он... Привило, да. И Почему у нас... сомнения в голосе? А? Сомнения в голосе. Нет, сомнений. Это скромность. Всё. Это скромность. Вот, а я об этом и говорю. То есть он такой же, он тоже пожертвует Да, для меня очень ради важно ребенка, было, чтобы ради он был. дома, ради Я к чему? семьи. Я к тому, Очень что порядочный, молодежь, собственно. она реализует что-то национальное, но реализовав сначала себя. Найдя себя, они потом включают национальные чувства. Они, найдя то, что им нравится, к этому пришивают все национальное. У них немножко от обратного. Вообще нашему народу присуща такая уникальная, на мой взгляд, черта, национальная черта. Я не знаю, вот, как говорят, птица Феникс, да? Возрождается из пепла. Вот мы всякий раз, мы уже очень много столетий, да, мы все, и мы находим в себе силы раз в какой-то момент, да, и опять возгореться, воспламениться, подняться. Я думаю, у нас есть потенциал во всяком случае. И у нынешнего поколения, и у нас. Вот в определенной ситуации все это как-то... Включается, да. Но говорить, что был какой-то период, когда мы были помоложе, наше поколение, и у нас были проблемы, вот, допустим, вернуться в Крым, мы там жертвовали, все это сделали, что-то... А сейчас все стало хорошо и все поменялось. Давайте, оглянемся вокруг, посмотрим, что сейчас происходит. Вы посмотрите, что происходит с правоохранительной системой, судебной системой. И среди тех людей, которые вот поддерживают наших людей, которые попали под каток репрессий, уже нынешних, так скажем, последователей тех репрессий, которые раньше были, там есть и молодые, и средние, и постарше. И поэтому рассматривать... Здесь как раз-таки нет никакой поколенческой разницы, все включены в это. Ну, вот борьба в жестких условиях, конечно, нельзя делить. Все от личности зависит. Как он был воспитан. Если он дома растет правильно, на вот этих идеях, что у тебя должен быть дом, вокруг тебя люди, Родина – это главное. То есть ты должен отличаться, ты человек определенной культуры, а не там средняя человеческая. Знание языка, вот мы эту тему не затронули, кстати, она для меня очень болезненная. Евреи со всего мира собрались в определенной точке земного шара, и никому не помешало отсутствие языка, знания языка в нескольких поколениях. Они собрались, все восстановили и сделали. Ну да, им это намного при сложнее условиях. Да, а мы у себя дома. Надо просто работать, надо, хотел сказать, не расслабляться. Надо просто жить, делать что-то каждый день. Конечно, вот, может быть, не нравится то, что мы говорим поколение, несель, да? Само слово несель, да, кайди несель, келе, да, все равно это будет. И историю делают поколения. Если мы разграничим и не будем, то есть разграничивать поколения, и истории нашей не будет. То поколение это делает, это поколение то. Но сегодняшней молодежи, конечно же, я всегда на стороне молодежи. И стараюсь их не учить, и не упрекать, и не указывать. Вот этого они не любят. И это было всегда с молодежью. Но сегодняшняя молодежь это воспринимает еще острее. То есть вот в данном случае, наверное, здесь надо приложить эмоции. Надо просто их любить, чтобы эта любовь была взаимная. Я говорю в целом о молодежи, не о детях. Просто работая со студентами или с подростками, ты всегда видишь, когда они видят, что ты веришь в них, то они тебе доверяются. Да, в данном случае. Сагунус, ну что ж, прежде чем мы перейдем к блиц-вопросам, хочу закончить одной фразой, что для поколения наших родителей прошлое все-таки идеально, и они еще не готовы уступать место молодежи. Будьте рядом. Ну что ж, блицы. Луиза Ханум, наследовать или создавать? И то, и другое. И наследовать, и создавать. Сагунус. Наследствуй, созидая. Сагунус. Рустам ага, коллективное или индивидуальное? Такие вопросы интересные. Индивидуальное. От индивидуума зависит коллектив вообще. И наоборот. Не знаю ответа на этот вопрос. Сагунус. Ранета Ханум, единство всех или ответственность каждого?
Я думаю, ответственность каждого родит единство всех. Потому что если каждый будет в ответе, тогда и получится, как мы говорим, парлик-тарлик. Саунус. Бекерга, что для нас важнее, качество или количество? Качество. Саунус. Это был проект «Меркес». До встречи в новых выпусках.